Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы работаем, как обычно, в прямом эфире. Это программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ, Саха-радио, это национальная вещательная компания «Саха». За режиссерским пультом сегодня Мария Новгородова и Николай Слепцов. А у микрофона ведущий Юрий Сергеев. Вот и наступил новый 2026 год. И надо сказать, что действительно год будет непростым, действительно. И вот прозвучавшим в прошлом году, в конце года, послание главы республики Арсена Сергеевича Николаева, да и в других выступлениях президента Российской Федерации по дальнейшему стратегическому, социально-экономическому развитию Российской Федерации, конечно, год действительно будет не очень таким, да, легким, смотря на те внешние вызовы, на те масштабные санкции, которые сегодня существуют, да, вот, со стороны наших недружественных стран, вот, которые, в общем-то, естественно, влияют на нашу экономику, на социальную сферу. Но и тем не менее, сегодня и в целом страна, Россия, и наша республика Саха-Якутия, все же мы делаем свой небольшой, прорывы такие и в социальной сфере, да. И вот сегодня мы хотим, конечно, наш разговор в первом блоке посвятить демографической политике поддержки семей с детьми, многодетных семей. Поговорим сегодня в прямом эфире. Вот. Я думаю, что наши телезрители и радиослушатели тоже подключатся к нашей беседе, к нашему разговору, и выскажут тоже свои точки зрения, свое мнение вот по демографической политике в целом и в Российской Федерации, и в Республике Саха-Якутия. Напомню, телефоны прямого эфира это 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. У нас сегодня в студии представители Общественной палаты Республики Саха-Якутия, я вам сейчас представлю. Это у нас в студии председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты Республики, руководитель Якутского регионального отделения Национального общественного комитета «Российская семья», эксперт комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи и детства, традиционных семейных ценностей. Это Лена Павловна Ефремова. Здравствуйте. Добрый день. И заместитель председателя Общественной палаты Республики Гульжан Абдикаримовна Аганерова. Добрый день. Добрый день. Скажем так, уважаемые слушатели, вы знаете этих людей, этих женщин, да, очень уважаемых, прекрасных наших дам, что они очень активно ведут свою общественную работу, каждый в своей сфере, и в социальной политике, да, и во втором блоке нашей передачи «Якутск сегодня» мы будем уже говорить о объявленных в Российской Федерации годе семьи, единства народов Российской Федерации и годе культуры, да, в Республике Саха-Якутия. Это будет во втором блоке нашей передачи. Что ж, я думаю, что по традиции давайте, может, вкратце какие-то подведем итоги деятельности, скажем так, да, Общественной палаты нашей республики. Думаю, что вам слово будет. Гульжан Абдикаримовна, пожалуйста. Спасибо большое. Действительно, 2025 год был очень таким активным и ознаменован большими ключевыми событиями для нашей страны, для нашей республики. Мы все вместе 80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметили. Да. Довольно-таки, думаю, достойно мы встретили. И в этом году у нас был и бессмертный полк, где активное участие принимала, конечно же, общественность всей республики. Но в целом, если говорить про 2025 год, это год защитника Отечества Российской Федерации и год защитника Родины в Республике Саха-Якутия. И, конечно же, Общественная палата играет и сыграла ключевую роль в проведении общественных событий и значимых мероприятий для нашей республики. Угу. Если говорить в целом, за 12 месяцев 2025 года Общественная палата была организована, во-первых, пленарное заседание, 2 пленарных заседания. Одно из них было в конце года, 30 декабря, где мы подвели итоги, посмотрели, что нам удалось исполнить по плану мероприятий Общественной палаты, какие нужно усилия
усиливать мероприятия для 2026 года. Мы провели 11 заседаний Совета Общественной палаты. Все комиссии, которые у нас есть, у нас 12 комиссий, при Общественной палате все по своим направлениям отрабатывали, очень много проводили тематических круглых столов, разные сложные вопросы, которые поднимались обществом, да, то есть мы их решали совместно с экспертами нашей республики. Это было порядка более 60 круглых столов. Ну и в целом 75 заседаний самих комиссий Общественной палаты мы смогли провести за 2025 год. Конечно же, большая работа была проведена и по районам республики. То есть мы, члены Общественной палаты, провели 36 выездных мероприятий. Это мы были в Хангаласском районе, например, да, там Усть-Майском, Нерюнгринском, Амгинском, Верхневилюйском, Намском, Кобяйском, Амиконском, ну и в других тоже районах республики. Члены Общественной палаты также активное участие принимают во всех мероприятиях, которые организовываются нашей республикой, разными министерствами, общественными организациями. И, конечно же, мы всегда чувствуем свою ответственность и свою роль для того, чтобы еще больше консолидировать наше общество. Да? И как один из таких итогов, когда вот 25-й год только был объявлен годом защитника Родины, Арсений Сергеевич Николаев, глава республики, дал прямое поручение Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям открыть, создать молодежный центр «Патриот». И мы все вместе увидели, что в конце прошлого года, 15 декабря, в 202-м микрорайоне по адресу 18/3 был открыт замечательный молодежный центр «Патриот», который имеет 2 этажа и самое различное пространство для развития потенциала нашей молодежи. Мы сами там, естественно, были, уже проводили мероприятия и участвовали, и мы понимаем, что благодаря вот таким вот, и, скажем, реализациям этой программы, да, национальной программы, это же по поддержке линии Росмолодежи, по федеральному, скажем, бюджетированию, наша республика, она имеет еще больше возможностей для поддержки подрастающего поколения, а это очень важно. Именно патриотическое воспитание молодежи — это очень важно. И мы же, члены Общественной палаты, своим примером тоже стараемся быть всегда в повестке и политической, скажем, да, повестке, и общественной, то есть по всем вопросам. И наши члены Общественной палаты особенно большое внимание сейчас уделяют семьям специальной военной операции, участникам специальной операции. Наши члены палаты, например, Марина Бахилина, Константин Копылов находятся сейчас там, да, то есть в зоне специальной военной операции. И таких примеров у нас много, когда все мы задействованы здесь, в тылу, проводим, скажем, такую системную работу для того, чтобы поддерживать наших ребят в зоне специальной военной операции. Поэтому здесь только все миром, все вместе, когда мы можем плечом к плечу работать вместе, и здесь, в тылу, и на передовой, только так мы можем достичь победы. Поэтому весь 25-й год, он действительно был посвящен еще большему единению, консолидации нашего общества. Мы стараемся наладить, скажем, диалог между властью и обществом для того, чтобы те ценности, те цели, задачи, которые у нас есть для мирного существования, мы должны вместе это выполнять. Поэтому здесь очень важна роль каждого из нас. Да, Катерина Павловна, пожалуйста, вам тоже. Продолжая сказанное, я хочу сказать, что действительно вот в молодежном центре «Патриот» мы завершили год общественно значимым мероприятием. Мы провели литературно такую творческую вечер, композицию и провели акцию, называется она «Мы вместе». В этом мероприятии основными организаторами выступили общественные организации города Якутска, это Лига женщин города Якутска, это волонтеры Якутии, ну и кроме того Общественная палата Республики Саха-Якутия также приняла самое такое активное участие в проведении консолидирующей площадки и приняли в этом в акции. Мы запустили акцию. Она называется «Мы вместе», в которой приняли регионы нашей страны. Это Республика Бурятия, Челябинская область и Свердловская область и Сахалинская область поддержали нас. Суть акции заключается в том, что независимо от того, какие мы разные, где мы проживаем, мы поддержим идеи мира и добра и подведя итоги 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества и защитника Родины, выступили таким единым, скажем, фронтом.
Ну вот, да, вот таковы итоги, да, деятельности общественной палаты, действительно. И буквально пару слов еще Да, хотела пожалуйста. бы о значимых мероприятиях. Буквально в ноябре прошлого года состоялся 3-й республиканский антифашистский форум под названием «Народ и армия едины», где, опять же, общественная палата сыграла свою значимую роль. Мы взяли на себя ответственность для проведения фронтовой бригады. К нам приехали командование военно-восточного округа, южного, скажем, военного округа. Приехали офицеры, наши участники специальной военной операции, там в количестве 25 человек, которые были награждены здесь высшими наградами Министерства обороны Российской Федерации. И состоялось много, скажем, дискуссионных площадок для нашей молодежи. Мы здесь увидели еще большую такую ценность и значимость, как важно разговаривать с молодежью напрямую и рассказывать о том, что сейчас в действительности происходит в нашей стране, да, чтобы они не боялись, чтобы они делали все возможное, чтобы не было искажения истории, исторической правды. И то, что у нас на территории Музея России «Моя история» сейчас есть трофейная техника, это говорит о том, что как республика наша взаимодействует с военно-восточным округом, что мы практически единственные по стране, где есть такая, скажем, постоянная выставка трофейной техники. И чтобы наша молодежь, они видели, что наши ребята, участники специальной военной операции, сейчас находятся ради победы, и эта техника завоевана именно нашими ребятами. То есть столько смыслов, столько значимости в этом одном даже, например, ключевом мероприятии говорит о том, что мы вместе идем в правильном направлении, и нам нужно продвигать дальше. Так, ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, наши телефоны 32 2066, 32 1166. Если есть какие-то вопросы вот сегодня участникам нашей передачи, то звоните, задавайте их. Ну, теперь давайте вот несколько слов, конечно, мы скажем о, как вы оцениваете вот нынешнюю ситуацию, да, демографическую. Вот, Елене Павловне хочу задать вопрос, конечно, прежде всего, вот у нас в республике, ну и в целом в стране, вот вы как эксперт, тоже общественной палаты по демографии и так далее, в общем-то, я думаю, есть что сказать, наверное. И в послании, кстати, давайте оттолкнемся от послания главы Республики Арсена Сергеевича Николаева. Ну и вот недавно совсем на прошедшем совете президент России по стратегическому развитию и национальным проектам ведь тоже поднимал эту актуальную тему. Действительно, эта тема, ну вообще все, что мы говорим о будущем, мы говорим о наших детях и потомках, это и есть основной смысл, да? Это вопрос, и я всегда подчеркиваю при каждой нашей такой встрече, дискуссии, которая возникает, что вопросы демографии в условиях современности – это вопросы национальной безопасности страны. Да. И на сегодняшний день и президент нашей страны Владимир Путин, и наш глава, я всегда говорю, прогрессивного субъекта Дальнего Востока и в целом нашей страны Арсений Сергеевич Николаев, ежегодно в послании подчеркивают, что вопросы демографии, а это первостепенный вопрос, они основаны на человекоцентричности и семейноцентричности. То есть вся экономика, которая выстраивается, она должна быть в центре конкретного человека и конкретной семьи, которая проживает на этих территориях. Поэтому в послании Арсений Сергеевич очень много говорил о том, что необходимо развивать инфраструктуру городских территорий, сельских территорий и создавать условия для того, чтобы наши семьи могли жить, развиваться, и говорил очень много о благополучии семей. И, конечно же, большое внимание было уделено вопросам именно воспитания молодежи, патриотическому воспитанию. И отдельно я хотела бы сказать о том, что я, бывая на федеральных площадках различных, много слышу мнений о нашем субъекте, о Республике Саха-Якутия. А они в основном звучат в последнее время особенно положительные. В какой части? Мне конкретно мой коллега из Общественной палаты Российской Федерации сказал следующее. У вас очень прогрессивный глава. Он дальновидный, и на сегодняшний момент именно вы единственный субъект, наверное, сейчас на стране, который вводит капитализацию экономики, основанной на именно вот семейной центричности, человекоцентричности. Когда каждая организация, предприятие или промышленное предприятие, находящееся на территории нашей республики необъятной, должна иметь социальную ответственность. То есть сейчас как бы была дана установка и корпорациям, и промышленным предприятиям, и бизнесу, чтобы они вкладывались в развитие территорий в части, в том числе поддержки семей. Например, это программы корпоративной поддержки семей.
такие... Так называемый демографический стандарт, да? Действительно, у нас в стране был введен корпоративный демографический стандарт, и он был разработан еще в прошлом году в России. И предложен, да, и в стране, в таких больших корпорациях, например, как российские железные дороги и там промышленные предприятия, эти программы уже существуют. И поэтому в нашей Якутии, в больших крупных предприятиях, таких как Алроса или, например, Сахатранснефтегаз, также вводятся программы корпоративной поддержки своих работников, именно поддержки семей, поддержки трудовых коллективов, поддержки трудовых династий и поддержки молодых семей. Кроме того, надо сказать о том, что в нашем Северо-Восточном федеральном университете большое внимание уделяется непосредственно программам развития студенческих молодых семей. Да. И буквально вот в конце года в Северо-Восточном федеральном университете состоялась такая рабочая встреча, круглый стол с участием сенатора Республики Саха-Якутия Сахамина Афанасьевна, куда он пригласил все и органы власти, и молодежь, в том числе и общественные организации, мы называем их семейно-центричные, то есть это семейно-ориентированные, где мы обсуждали, каким образом организовать эту поддержку. И те предложения, которые там были озвучены, они взяты в работу непосредственно и на уровне Российской Федерации. Вот. Ну а в части вообще, если говорить о мерах поддержки демографии, у нас в республике порядка 50 мер существует, и наше профильное Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия проводит, конечно, колоссальную работу в этой части. Я думаю, что и не зря поэтому наша Республика Саха-Якутия занимает такие передовые лидирующие позиции. Но успокаиваться как бы мы не должны в связи с тем, конечно, что в целом, если брать Российскую Федерацию, есть такое понятие в демографии, называется демографическая зима. Она, к сожалению, наступила. То есть идет спад рождаемости, именно рождение первых детей. То есть наша молодежь не особо сейчас стремится рано создавать семьи и рожать детей. Вот, поэтому как бы государственная политика, она настроена на то, чтобы вводить такие и вообще стимулировать наших молодежь для того, чтобы вообще все начинается с семьи. То есть вначале должна семья создаться, а именно у нас в Якутии, допустим, введена такая мера, как 50 тысяч выплачиваться, то есть молодой семье, когда они создают семью. И помимо этого достаточно есть много других таких поддерживающих моментов в нашей республике непосредственно. Ну, имеется в виду мер поддержки. Да, вот, Гульжан Абделькимовна, вот вам тоже вопрос, а все-таки как вот поддержать вот эти же вот семейные, да, студенческие семьи, чтобы все-таки создавались эти семейные, вот эти, да, семьи студенческие, ну и, конечно, рождение первых, наверное, первого ребенка и так далее, следующего, последующего. Угу. Действительно, вот как Лена Павловна сказала, существует довольно-таки уже более 50 мер, да, социальной поддержки именно семьям. Вот если рассматривать студенческую семью, то сейчас как раз-таки государство в целом, оно озадачено тем, как поддержать молодую семью, именно студенческую семью. Уже все вот составляются реестры в университетах, там, да, какие есть семьи, и что можно конкретно предложить таким семьям. Там детские сады, например, вот, допустим, тот же молодежный центр открылся же, там особенно приветствуются молодые семьи, опять же, там есть и детско-досуговые зоны. Если молодая семья приходит на определенную какую-то программу, там, на лекцию или на, там, не знаю, тренажерный зал, то ребенок может поиграть в детско-игровой зоне, вплоть до того, что там есть комната матери ребенка. То есть тоже почему это не мера поддержки? Раньше такого не было. Или, например, допустим, если в свое время президент страны сделал материнский капитал за второго ребенка, я помню, когда я родила второго ребенка в 2008 году, это была колоссальная мера поддержки, тогда было 250 тысяч рублей. Да? И уже позже, тоже последние несколько лет, уже за первого ребенка. То есть таким образом государство стимулирует семьи, чтобы родился первый ребенок, что есть у него уже какая-то опора и поддержка от государства. Я считаю, что довольно-таки большое внимание оказывается семьям, особенно молодым, поэтому в этой части остается только пожелать нашим семьям, чтобы они не откладывали долгий ящик. Программы. Да, ипотечные, опять же, молодая семья, есть такая программа, особенно многодетных семей поддерживают, и в плане там земельных участков, то есть мер достаточно много.
Да, ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, конечно, тема очень обширная, и действительно у нас сегодня в республике эта поддержка осуществляется. Уже не первый год есть у нас опыт, который должен все-таки распространиться, наверное, на все регионы Российской Федерации, да. Поэтому я думаю, что, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы эту тему во втором блоке чуть-чуть еще продолжим, поговорим ее, а потом... Сейчас небольшая рекламная пауза, и через несколько минут мы вновь окажемся в прямом эфире. Смотрите «Якутск сегодня». Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы еще раз приветствуем вас в это вечернее время. Мы работаем в прямом эфире, это передача «Якутск сегодня». Напомню, у нас сегодня в студии председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты Республики, руководитель Якутского регионального отделения Национального общественного комитета «Российская семья», эксперт комиссии Общественной палаты Российской Федерации Лена Павловна Ефремова и зампредседатель Общественной палаты Республики Гульжан Абдикеримовна Огонерова. Вот, ну, я думаю, что мы, как я уже обещал, во втором блоке тоже, вот, Лена Павловна, мы чуть продолжим, да, вот эту тему, то, что мы подняли выше, это вот как раз демографическая политика, да, политика поддержка семей с детьми. В общем-то, я думаю, тут есть что-то вам добавить, наверное. Да, я вот в какой части хотела бы здесь добавить. Мы понимаем, да, вообще вот когда реализуется вообще государственная политика, в основе всегда лежат концептуальные документы. И вот когда разрабатывалась концепция семейной демографической политики Российской Федерации, наш регион также принял в этом участие, мы провели обсуждение, круглый стол, собрали предложения и направили их в Общественную палату Российской Федерации, в Государственную Думу. И хочу сказать, что эти предложения мы сейчас видим в виде конкретных решений, которые вошли и уже реализуются в виде там конкретных мер поддержки семей, молодых семей, студенческих семей и так далее. А ведь наш опыт основывается именно на многолетней семейной демографической политике, которую заложил наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. И на самом деле он и является учредителем Национального общественного комитета «Российская семья», в котором вот мы работаем с коллегами на протяжении многих лет. И одна из форм работы является вот проведение различных международных конгрессов, где проводятся дискуссионные площадки и прорабатываются, наверное, основные такие векторы развития семейной политики у нас в стране. И поэтому хочу сказать, что вот на последнем конгрессе, международном конгрессе в городе Москва, мы обсуждали вопросы поддержки многодетных семей, многопоколенных семей. Это приоритет. Это, конечно же, поддержка студенческих молодых семей. И здесь отдельно я хочу сказать о ценностно-смысловой модели семейной демографической политики. Меры — это всегда хорошо, это наш насущный хлеб, это там, где мы живем, что мы едим и так далее, да, это условия. А на самом-то деле мы понимаем, что мы должны говорить о ценности, о высшей ценности материнства, отцовства, детства и в целом семьи, как ячейки общества. И буквально вчера на первом заседании Госдумы Валентина Матвиенко об этом очень хорошо сказала, так же, как и Вячеслав Володин. Непосредственно они подчеркнули о том, что вся работа, проводимая в нашей стране, она должна быть нацелена именно, мы и говорим о человекоцентричности и семейной центричности. В очередной раз я хочу это подчеркнуть. А наша задача общественников сделать так, чтобы вот эта работа, она в едином направлении шла совместно с органами власти, совместно с общественными объединениями, некоммерческим сектором и бизнеса, и науки в том числе. Поэтому здесь роль науки также важна. Необходимо иметь хорошие как бы статистические данные, опоры, на которых вот в конечном итоге выстраивается вся эта работа. И вот у нас непосредственно Общественная палата, формат основной, вот Гульжан Абдикеримовна сказала, это различные круглые столы обсуждения, дискуссионные площадки. И вот их в том числе это социальные проекты. Вот о них несколько слов хочу я сказать. Например, вот в части деятельности нашей комиссии мы реализуем различную проектную деятельность. Например, это проекты такие, которые мы реализовали, а в последующем они подтолкнули общественность и профессиональное сообщество. Это читающая семья, читающая нация. В 2018 году мы провели этот проект, организовали, привлекли национальные библиотеки Республики Саха-Якутия. Сейчас вы видите, что наш регион — это самый читающий регион. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия — это передовая библиотека не только у нас в стране, но и в мире. Она считается передовой, инновационной, которая
одна из первых сейчас ввела именно цифровизацию библиотеки, применение искусственного интеллекта. Знаете, душа радуется за это. Вот, кроме того, это в этом году мы буквально с общественниками, с городом Якутска мы провели, с Музеем истории города Якутска, с общественной организацией «Коллекционеры Якутии» провели такой очень первый фестиваль, называется «Книговорот в старом городе», где также объединили именно общественность, тех людей, которые интересуются книгой, и мы сделали такой вывод, что это очень востребованный формат работы, ведь есть люди, которые любят книгу, и когда мы их собрали на единой площадке, столько положительных отзывов мы услышали. Там и марафон чтения книг был и так далее. Поэтому духовная составляющая – это одна из таких приоритетных направлений, наверное, на сегодняшний день именно в государственной политике нашей страны и региона в том числе. И вот указ президента Российской Федерации об основах государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей является, наверное, таким фундаментом реализации в целом вот этой политики. Да, но я хочу вот еще раз обратиться к цитатам из выступления, да, вот, Владимира Путина на Совете по стратегическому развитию национальным проектам, где вот он так сказал: рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – все это ключевые направления наших совместных с вами усилий. То он вот обращался вот к членам Кабмина, да, Российской Федерации, главам субъектов Федерации и в том числе, конечно, депутатам Государственной Думы, Совета Федерации, руководству, ну и, конечно, общественным организациям в этом плане. Ну вот вы говорили как раз об отцовстве, он также предложил, я имею в виду Владимира Путина, подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в России. Вот. Да, он напомнил, что семья основывается на взаимном уважении. Ну это так, действительно, на самом деле, да, на участии в воспитании детей, ну, обоих родителей. И мамы, и папы. Вот, да. На это, я думаю, что здесь вот есть что. Ну, это важно. Вообще, смотрите, семья – это институт, на самом деле, гражданского общества, который прошел свой эволюционный путь. Поэтому то, что сейчас происходит в мире, ну, мы понимаем, что мы живем в эпоху такой гибридной войны, а в части в основном это информационная война, и те ценности, которые не свойственные для нас, для нашей страны, мы должны гордиться тем, что мы сейчас находимся на этапе, наверное, формирования, как сказал патриарх Кирилл, новой цивилизации. Цивилизация основана именно на духовно-нравственных ценностях. А духовно-нравственные ценности – это культура, прежде всего. И поэтому есть такое понятие, как культурный цивилизационный код. Ну вот не зря у нас в республике все-таки объявили вот глава в своем послании Айсан Сергеевич, да, что этот год у нас год культуры в республике Саха-Якутия. Это тоже очень ценно, я считаю, это очень важно. Здесь имеется, так сказать, многообразие значений, наверное. Так, ну и теперь, конечно, вот опять же возвратимся вот к тем к объявлениям вот Владимиром Путиным года единства народов России. Ну, это очень важный момент, действительно, в наших сегодняшних реалиях, в наших сегодняшних непростых таких, да, вызовах, да, вот масштабных, скажем, санкциях и так далее. Вот сегодня я думаю, что это как раз своевременное, мне кажется, решение, да? Как вы считаете, Гульжан? Да, безусловно, именно объявление годом единства народов, 26-й год, ознаменован под таким девизом. Это как раз-таки еще один такой фокус, показатель, когда мы должны быть вместе. Да. Вместе люди, независимо какой национальности, вероисповедания, культуры, мы все должны быть вместе. Ведь многообразие народов — это и есть богатство нашей страны. И если вернуться к прошлому году, 25-му, когда мы праздновали 80-летие победы в Великой Отечественной войне, да. Победили мы в 45-м. Почему? Потому что мы все же вместе же были. Все народы, все вместе, независимо, там, ты бурят, там, казах, да, башкир, русский. Да, мы все вместе, потому что у нас одна идеология — это патриотизм, это любовь к своей родине. И мы все защищаем свою родину. И вот этот год объявлен, 26-й год, годом единства народов, он, я думаю, очень многое может изменить и придать еще больше смыслов для всех событий, мероприятий, которые будут проводиться разными общественными организациями и исполнительными органами государственной власти. И
важно, что в нашей республике 26-й год объявлен именно годом культуры Республики Саха-Якутия. Мы прекрасно с вами знаем, что Республика Саха-Якутия славится своими народами, да, у нас более 135 национальностей проживает. И вот буквально вчера, 13 января, в Доме дружбы народов имени Алексея Ильича Кулаковского состоялось такое заседание рабочее Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, Дома дружбы народов и Министерства по внешним связям, делам народов, где как раз-таки говорили о планах на 26-й год, да, какие будут мероприятия, что необходимо внедрить нового для того, чтобы это вот единение народов почувствовалось еще больше. И буквально вот 17 января, в эту субботу, в 17 часов в Доме дружбы народов состоится открытие Года единства народов в Российской Федерации под названием «Триумф». Триумф традиций, ценностей и единения, где на одной площадке, на сцене выступят представители различных национальных культурных объединений, да, через искусство, через творчество покажут свою культуру и будут, конечно же, в национальных костюмах. Национальный костюм — это же не просто, скажем, внешний атрибут, это его, скажем, внутреннее ощущение, да, то есть таким образом он показывает людям, соседям своим, скажем, всему обществу, особенно молодежи, что я вот такой, это моя культура, это мое богатство. И если мы обратим внимание на национальные костюмы, ну, любых там, да, народов, особенно если смотреть тюркского происхождения, очень много похожих разных узоров, орнаментов, и в этом можно найти единение. То есть в любом случае люди различных национальностей, они все имеют общее, да, то есть все имеют, все исходит от предков, естественно, да, если копаться в истории, углубляться в историю, то очень много можем найти общее. Но самое главное, что мы все живем в одной стране, мы любим свою страну, и мы готовы создавать благо для развития своей страны, и поэтому мы здесь все вместе и работаем, и трудимся. Поэтому я уверена, что 26-й год для каждого жителя нашей республики, он будет очень интересным. И это не только год, когда мы показываем через творчество, да, культуру. Этот год, когда мы переосмыслить можем, да, такой год переосмысления. А кто же я? Мой личный культурный код, да? Как-то себя можно, скажем, код, культурный код, так скажем, начнут искать информацию и там создавать родословную, например, да. Многие сейчас это делают, и это важно. Знать свой род и там 7 или 6 поколений в своем роде. И в целом образовательные учреждения, общественные организации, исполнительный орган государственной власти сейчас как раз-таки разрабатывают общий план мероприятий, ключевых событий, которые будут именно реализовывать данный год. И по единству народа все-таки хотелось бы подчеркнуть еще раз, что в такое сложное для страны время мы как никогда должны быть еще ближе друг к другу, еще больше понимать. У нас вот любые сейчас вот вопросы, которые возникают на бытовом уровне или на уровне там локальном нашем, это такая мелочь, это ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции. Когда ребята возвращаются, мы со многими общаемся, к нам приходят в общественную палату, они все говорят, мы там сидим все в окопах грязные там, да, и все вот в пыли и черном, мы даже не знаем, кто какой национальности, это не важно. Да. Самое главное, это мой брат. То есть вот так говорят. Поэтому вот это единство должно быть не только там, оно должно быть здесь у нас на местах. И мы к этому должны все стремиться. И вот будем это делать. Да, Арсен Сергеевич это послание тоже отметил, что перед лицом испытания, вот именно, вот я имею в виду уже год культуры, да, объявлен у нас в Республике Саха-Якутия, именно перед лицом испытания, именно вот культура, действительно, он верно сказал, наделяет нас особой стойкостью, становится источником силы духа, чтобы традиционные, культурные, духовные ценности еще сильнее укрепили и объединили всех нас, подчеркнул вот Ильдар-хан. Конечно, всегда для любого народа, маленького, большого народа, всегда остается это одна из целей сохранения вот культурного, исторического наследия, да, развития в духе времени, творческого потенциала, культуры, искусства. И мы должны все-таки сохранять, как бы там ни было трудно сейчас, да, как бы ни было сейчас действительно сложно с финансами и так далее, но все-таки мы должны сохранять свои традиции, да, многовековые традиции любого народа,
населяющую нашу республику, традиции, вот, обычаи этих народов, да, и поэтому мы должны в любом случае, мне кажется, Елена Павловна, это тоже одно из важных, Да. наверное, Знаете, особенностей этого я хочу года здесь, культуры. вот продолжая опять-таки вот то, что Гульжан Абдикеримовна сказала, Ага. в 2025 году, буквально вот где-то в декабре месяце, по-моему, да, ну, я стала победителем федерального конкурса «Больше, чем путешествие». Так. Росмолодежь проводил этот конкурс, но в номинации называется «Больше, чем отзыв». Поздравляем. Да, спасибо большое. В какой части? Это проект, направленный как раз-таки на единение. Путешествие по стране, ты убеждаешься, что независимо от того, какие мы разные, мы едины, и мы составляем единый, вот я сказала, цивилизационный код. Мы все на самом деле с вами россияне, и как сейчас принято говорить, мы русские. Мы говорим все на одном языке едином, на русском языке говорим. Независимо от того, что у нас более 190 этносов проживает в Российской Федерации, а в Республике Саха-Якутия 132. То есть надо сказать, что у нас многонациональная республика. Мы богаты, вот всегда и Владимир Путин об этом говорит, и Арсений Сергеевич. Самое главное богатство – это люди, населяющие конкретно и Россию, и нашу республику. Поэтому у нас не только минералы, богатая минерально-сырьевая база, как это принято говорить, вся таблица Менделеева. У нас живут здесь очень хорошие люди. И основа, ну, вот, за каждым, который есть своя история, свой род, свои какие-то определенные традиции. И поэтому мы надеемся, что вот предстоящий год, он будет для нас очень интересен в этом плане. И вот когда я была членом Общественной палаты Российской Федерации, ну, конкретно по инициативе нашей комиссии, мы провели такой проект, он называется «Российская семья. От многообразия к самоидентичности». И вот этот проект, он стал основой, наверное, так скажем, концептуального развития в целом. Мы понимаем, что независимо от того, где мы проживаем, на какой территории проживаем, все семьи, они тоже по-своему похожи. Они все похожи. И поэтому мы должны наших детей воспитывать, вот, основываясь на традициях, семейных традициях народов нашей страны. Вот, кстати говоря, тоже согласитесь, да, Гульжан Абдирекимовна, все-таки вот это вот ценности семейные нам нужно сохранить в любом случае. И вот подрастающему поколению, как-то надо это объяснить, наверное. Можно, например, провести целую исследовательскую работу. Есть такой НОК «Российская семья», разработали атлас российских семей России, где описаны традиции народов семей. Вот примерно то же самое можно было сделать у нас в Якутии. Ведь у нас есть, например, уникальные семьи русско-устинцы, которые приехали когда-то давно, в древности, и остались жить у нас в Якутии. Одним словом, живем в уникальное время, очень много возможностей для развития нашего потенциала и для того, чтобы отставить след в истории нашей страны через именно деятельность, которую проводят все организации, все национально-культурные объединения. Ну что ж, вот на этой ноте мы завершим нашу сегодняшнюю передачу «Якут сегодня». Уважаемые телезрители, радиослушатели, спасибо вам за внимание. И участникам говорю тоже спасибо огромное. Спасибо вот, вам. со Старым Новым годом вас поздравляю. На этом передача «Якут сегодня» подошла к концу. До свидания. Всего доброго. До свидания.